Добрый вечер. У нас сегодня в студии Януш Кулмамбетов, драматург и театровед. Спасибо, что пришли к нам в студию. В каком состоянии сейчас кыргызский театр? Ну, если в творческом плане, конечно, в последнее время есть очень хорошие сдвиги. Очень даже хорошие. Почему это говорю? В 2015 году в Кирдрам-театре Козыкеев поставил «Материнское поле». Новая постановка, да? Да, новая постановка. И мы впервые увидели очередь за кассой. Ага. Да, и это, конечно, отрадно было. И с тех пор, значит, не только Кирдрам-театр, и наши, и другие, имеются в виду областные театры, они как-то пытаются прорваться, пытаются как-то, значит, подняться на определенный качественный уровень. Мобилизует, одним словом, в этом отношении. Это уже в творческом плане. Есть очень интересные постановки, есть интересные режиссеры, причем новое поколение уже появилось. Значит, буквально летом в театре «Учур» дебютировала не молодая, а именно как режиссер молодая, значит, Динара Кадырмаева поставила «Топон» по Раеву. Очень интересная постановка, кстати. И также вот Адылбол Орбегулу, там Улан Мурзакарпаев, вот такие молодые. И там Иркин, значит, Игенбердиев. Есть такие молодые режиссеры, которые уже как бы делают погоду театра. Вот, а это уже хорошо. И причем в последнее время так тяга молодежи, допустим, к театру, имеется в виду к профессию актера, режиссера, уже заметно уже прибавилась. В последнее время. А в социальном плане это плачевно. Плачевно имеется в виду заработная плата, особенно в областях. Это даже язык у меня не поворачивается что-то сказать. Ну, будем назвать, что 4,5-5 тысяч сомов. В областях? В областях. В столице вот буквально с прошлого года, не с прошлого года, с этого года, кажется, уже, где-то в среднем 9-10 тысяч получают. В среднем, скажем так. Без званий или? Ну, это в среднем. Там без званий, без ничего. Значит, в областях еще хуже, я это говорю. Потом получается так. Большинство, скажем, где-то примерно, по-моему, 60% молодых артистов, молодых специалистов живут на квартирах, снимают. А в столице, скажем, Бишкек, это примерно где-то 10-15 тысяч сомов. То есть вся заработная плата уходит на аренду. А на что жить? Да. Вот поэтому они как бы выкручиваются. Кто-то идет там, значит, на штой, там что-то делает, значит, и когда они там участвуют, все говорят, вот артисты все там на тоях. А что делать? Надо зарабатывать, надо же, как говорится, кормить семью. Да. А каким образом, если это не так? Тем более телевидение ничего не платит, никакие гонорары. Радио тем более ничего не платит. А что делать тогда? Вот такая обстановка. То есть уже в социальном плане это плохо. Плохо, в самом деле плохо. За звание сколько примерно? Значит, заслуженному артисту 2500. Заслуженному артисту, а народному 5000. До 2010 года было больше. Сократили? В 2010 году правительство приняло постановление, где вот якобы повысили, а получилось понизили. Наоборот. Потому что до этого, значит, народные артисты получали 100% надбавку, 60% заслуженные получали, еще за, скажем, статус национального театра отдельно, потом, значит, статус академического уже еще какая-то была надбавка, а теперь всего этого нет. Все это убрали и сделали только фиксированное, да? Фиксированные 5 и 2,5. А почему они считали, что это повысили? Ну, видимо, либо, значит, Минфине, наверное, кто-то ошибся, или правительство кто-то, допустим, ошибся. Мы не знаем до сих пор, что произошло. И все время Атамбаев говорит, вот мы повысили, а получилось понизили. Вот такая ситуация произошла.
к сожалению. Ну, во многих таких Да. секторах такое. Они повышают, это базовую ставку Да, повышают. базовую, да, А руководители этих предприятий, учреждений, они убирают те надбавки, которые раньше были. Вот вам же повысили. И в целом получается... Меньше. Да, так получается. Вот так получилось. И, конечно, это тоже сказывается на жизненный уровень наших артистов. Сказывается еще как. И вот такая ситуация в данное время у нас. А вот эти фестивали, там, игры кочевников, например, другие театрализованные, бывают же представления к юбилеям каким-то вот государственные. Там платят артистам? Ой, тоже, это, так сказать, не совсем. Я имею в виду, это, чтобы подумать, что это такой большой гонорар, вряд ли. Я привожу пример, насколько я знаю, не в 2018 году, по-моему, кажется, в 2016 году, где-то более месяца ходили бедные артисты. Там крчины ходили, целый месяц репетировали, и в результате получали, по-моему, то ли 2000, то ли 3000 сомов. В горных условиях. Там всегда ветер, там дождь, все, что там, все природные, так сказать, суровости они испытали на себя, и в результате вот столько. Болели еще плюс к этому. Я думаю, что это не стоит того, чтобы... Другое дело, если заплати как следует, пожалуйста. А так, во всех этих мероприятиях открывается культурой, закрывается культурой. А вот когда все блага, культура всегда на последнем месте. Да. А я думаю, что... А вот, допустим, в филармонии или там какие-то вот в оперном бывают такие юбилейные мероприятия, государство организует, и там всегда концерт для там иностранных гостей. Бесплатно же это. Все это бесплатно. Конечно. Они получают заработную плату, потому что они же в Штатах. Так что, если кто там, получает в штате заработную плату, за это они работают. Получается так. То есть это все мероприятие бесплатное. Если другое дело, скажем так, какая-нибудь сборная постановка, собирают, в честь чего-то, в честь какого-то юбилея или какого-то мероприятия, допустим, ШОС, тогда собирают, тогда платят. Есть платят. Это тогда, я не знаю, сколько получает артист, а постановочная группа тоже не совсем много, получает. Вкладывается несоразмерно в любом случае. Вот это государственное финансирование, культуры, науки, там, скажем, учителей и так далее, учителя еще как-то нашли, да, вот этот собирать с родителей денег. Это родительский комитет якобы собирает. Многие даже на этом жируют, некоторые директора, да. Но вот сам принцип, почему-то вот за 30 лет независимости, после распада СССР, когда все было более или менее как-то вот налажено, не смогли найти и уйти вот этой из схемы вот этой, когда Минфин все решает. И до сих пор так. Да, вот никак не могут, почему... И причем сетка существует так же, как раньше. И вот чтобы как-то убрать эту сетку, никак не получается. Не хотят. Да, вот просто наши я знаю, что Министерство культуры всегда бьется, товарищи, скажем так, вот молодой актер, хорошо, или молодая актриса, но вклад намного больше, чем какого-нибудь артиста среднего поколения. Но почему он 3 раза меньше получает? То есть вот эту сетку пока не убирать, пока не будет, скажем так, эти штатные, тарифы, мне кажется, в лучшем не изменится. И это везде же так. Это везде и так. В Академии наук, и учителям, врачам, и так далее. Вот эта сетка... Тут надо по вкладу. По вкладу, и кто сколько вносит. Несмотря молодой, старый, это не важно, мне кажется. Вот к этому, если вот так подойти, как-то дифференцированно, тогда можно что-то изменить. Но опять-таки, вот просто элементарно, скажем так, даже, ведущий актер получает где-то 8 тысяч. Весь репертуар на нем, весь репертуар театра. А, скажем так, актер среднего поколения, который там месяц дважды приходит, играет, получает 2 раза больше.
Если даже социально сказать, что это справедливо, мне кажется, это нет. А почему в 2 раза больше? Потому что уже вот это из-за, вот, скажем так... Он на такой должности, да? Сетки, да. Тот либо мастер, либо актер высшей категории. А ведущий актер, либо он первой категории, иногда бывает даже в вспомогательном составе работает. Ну, как говорится, в штата нет, допустим, штат заполнен, и получается, спецсчета платят ему. Вот такие есть. Спецсчет существенную роль играет, да? Да не совсем. Вот, насколько мне известно, вот за счет спецсчета театр держит в основном молодых артистов. Потому что штат заполнен полностью. И чтобы как-то было молодое пополнение, они за счет этого и их держат. Это в первую очередь. Со спецсчета платят надбавки основному составу, а тут получается только вот чтобы молодых, да? Надбавки, Вне штата кого-то. Наверное, по-моему, это для артистов это как бы, ну это как сказка. Это как сказка, наверное, скорее всего так. Но может быть каким-то посовым случаем, может быть. Но опять-таки придет счетная палата и скажет: товарищ, на каком основании? Есть и такие моменты. И поэтому вот такое состояние. Потом спецсчет еще для постановок, потому что в принципе государство не выделяет театрам, значит, на постановку спектаклей. Как это? Не выделяет. А как? Ну, это, как предполагается, значит, сами должны зарабатывать. Театр сам должен зарабатывать и сам должен как бы осуществлять все это. Так получается. Вот. Только вот положение изменилось после 2016 года. Так, в 2016 году у нас же был год истории культуры, и там была выделена определенная сумма. Я, если не ошибаюсь, где-то 30 миллионов на всю республику, на все театры, скажем так. Но не только театры, на все мероприятия, которые связаны с этим годом. И вот тогда где-то примерно, скажем, по 500, 600, 700 тысяч выделяли театрам. А с тех пор где-то 200-300 тысяч в год иногда дают. Но 200-300 тысяч это даже, это, можно сказать, сумма не для одного спектакля. Для серьезного спектакля сумма гораздо выше будет. Одна постановка. Да, одна постановка. А значит, в столичных театрах это примерно 6-7 постановок. Ну, скажем, 5 постановок это плановые, да, за год. Еще дальше, значит, 2-3 постановки дополнительные. И остальное театр сам должен зарабатывать, получается так. Так и делает. Удивительно. Кроме того, вот гонорары, да, то, что там новогодние какие-то постановки, телеканалы должны бы платить за участие артистов. Наоборот требуют, чтобы они сами заплатили. Имеется в виду артисты, чтобы показались. Мы вас покажем, а вы нам за это заплатите, да? Мы вам делаем рекламу, будьте добры, платите нам. Но это тоже, мне кажется, это абсурд. Просто вот во всем мире наоборот. А у нас да, во всем мире наоборот. Ну, у нас очень много наоборот. Так что вот такое дело, к сожалению. Есть такой момент. Потом, конечно, просто я думаю так, вот все говорят, вот мы должны быть патриотами. Я думаю, вот как раз артисты театров и артисты, режиссеры, одним словом, весь творческий состав, вот они настоящие патриоты. Кто будет за 2000 сома там в Крчине месяц с лишним ходить? Вот это представить себе невозможно. Вот, пожалуйста. Но это и не единичный случай. Это, вот, пожалуйста, факты жизни наших артистов, нашего театра. Вот такое дело. Где готовят артистов у нас? Так, у нас готовят, значит, при Кирдрамтеатре есть училище, это была раньше студия, там готовят. Потом вот Бишаналиева, университет культуры и искусств, там тоже, значит, готовят. Потом Киргизско-турецкий университет Манас, там есть театральное отделение вот, в факультете искусств. Плюс к этому, значит, русский драмтеатр, есть студия своя. Ну, там, значит, как бы артисты сами заинтересованы в этом. Ну хоть что-то они получают оттуда. Имеется в виду в русском драмтеатре в основном на контрактной основе.
Это не бюджетное. Те, кто учатся, они платят, да, Да, платно? да, это в русском театре. А в Кирдрам-театре, Бишаналиева, Манасе в основном бюджетные. Манасе 100% бюджетные. И потом еще, значит, театр Тунгуч Сейдахматова тоже готовит. Вот одним словом, где-то в 3-4 учебных заведениях готовится. А сколько людей учатся? По-разному, по-разному. Поступает, скажем так, за 20, заканчивает до 10. Потому что процесс учебы обычно, кто не раскрылся, тот уже уходит. Иногда сами уходят, иногда просто их отчисляют. Получается так. Ну, по разным обстоятельствам тоже уходят. Многие просто приходят, думают, что артистам быть легко, когда они вот увидят это изнурительное занятие, и вынуждены будут уйти. Вот такое дело. Ну вот Не выдерживает просто. опера и балет немного особняком стоят, да? Опера, балет, но у нас-то, значит, консерватория готовит певцов, остальных музыкантов, то есть вокалистов и прочих. А хореографическое училище готовит танцоров. В этом отношении есть у нас где готовить, но значит, многие хорошие там исполнители, я имею в виду танцоры, там вокалисты, ходят. Казахстан? Казахстан и в Россию. Потому что там хорошая заработная плата. Раз, по-моему, 5-10 больше, чем у нас. 5-10 раз? Да, да. И поэтому они уходят. И вот мы жалуемся, у нас не хватает кадров, не хватает вот такая, как раз, утечка. А что делать? Если бы платили бы хотя половину того, что платят, допустим, в Казахстане, в России, я думаю, бы они остались бы тут. Это же их родина в любом случае. Вот такое дело. Но на конкурсах побеждают некоторые наши. Да, они некоторые, в принципе, наша молодежь вообще талантливая. И во всех отношениях. И в театральной среде, там, значит, танцоры, там, значит, певцы. Талантливые ребята очень. Поэтому они уходят. Если бездарных зачем брать? Да, востребовано, да? Да, они востребованы, конечно. В основном какие вот в России, в какие В России районы? бывает попадают иногда, значит, центральный район, я имею в виду, вот где Москва, где Ленинград там расположен, значит, в этом, значит, регионе. В основном это, скажем, Челябинск, Свердловск, вот туда уходят. Новосибирск. Новосибирск. Ну, там тоже заработная плата намного выше, чем у нас. Вот такое дело. Даже ведущие артисты драматические, режиссеры, я имею в виду вот из русского театра, тоже уходят, уезжают. Вот в Астане работает несколько интересных бывших артистов русского драматического театра, режиссеры. Матвеев. Вот он ставит очень интересные спектакли, которые здесь он играл, здесь ставил. Там заработная плата выше, и там работает. Пожалуйста. В последнее время стали вот правительство ставит себе в заслугу, что вот ремонт зданий театров. Ремонт, да, ремонт. Это не только, наверное, правительство, наверное, это по указке президента, скорее всего, так. Потому что он сам посетил, посмотрел, увидел, в каком состоянии наши театры, Кирдрам-театр, русский драмтеатр особенно. И вот он дал поручение, и теперь уже выделили сумму. Пока первое лицо не увидит, получается, вопросы не решаются. Да, сколько пишут, говорят, что капитальный ремонт давным-давно необходим. И никто на это не обращает внимания, пока не придет президент или премьер-министр. Вот таким образом. Но вот вокруг русского драмтеатра, там же столько коммерческих этих кафе, да, кафе и других заведений. Да. Они кому платят? Вот это тайна. Еще никто не знает, куда все эти деньги уходят. Если все эти деньги ушли бы, значит, в кассу театра, наверное, театр своими силами давно-давно сделали бы ремонт. Давным-давно. Многие спрашивают, куда уходят эти деньги. И никто не знает, куда это уходит. Значит, в чей-то карман уходит, наверное, скорее всего так. И либо есть сильные такие могущественные покровители, или есть там, значит, кто-то крышует их. Возможно так. Но не знает никто. Это Кулинский, вот бывший директор, сколько ходил, насколько мне известно, он тоже не мог найти,
В какие там... Прямо не вот мог не смог найти концы, найти, да? Или он просто не говорил? Нет, ну просто он говорил, что вот эти деньги, я присутствовал в 2-3 этих собраниях, и просто он не знает, куда уходят деньги. Не понимает. В его То есть театре в его сидят. театре, да, вокруг его театра расположено это заведение, а за аренду, куда уходят деньги, он не знает. Нет доступа. Он не может все это вот как бы найти концы. Вот такое дело. Поэтому даже, ну, извините за выражение, даже туалет они не могут ремонтировать. Вот так, пожалуйста. Если были эти деньги, бы ушли впрямую в кассу театра, по-моему, уже давно Ну, театр. какой-то процент там государства, наверное. Да, а определенный процент все-таки для ремонта. Обычно, когда, скажем, для ремонта, для каких-то нужд хозяйственных, Минфин соглашается. Да, ладно, берите. А вот когда, скажем, платит творческому составу, тут же закрывается, как говорится. То есть собственные заработные деньги ты не можешь получить обратно. Вещи дороже людей, получается. Получается так. Да. Получается И так. мало того, вот вокруг театра же эти все прилипшие к зданию театра, они же и вид его очень сильно портят. Да, портят, конечно. Потом, вот, насколько мне известно, вот буквально недавно нашли документ этого театра. То есть даже инвентаризационная книга, даже проекта не было. Вот Проекты чего? Проект театра, когда они строили. Как это? Да, я понимаю, это же 30-е годы, это же как бы, значит, не столько... Новое здание это когда? В 60 каком-то? Да, это потом. А основание-то другое. В этом же... Первое да, здание, да? Да, первое здание, это, по-моему, то ли Дом культуры, то ли клуб. И, видимо, все эти документы исчезли. И вот даже они остались, видимо, когда они начали как бы трансформировать, в смысле, как строить новое здание, видимо, без проектной сметной стоимости это происходило, наверное. Скорее всего, так думаю. В Советском Союзе такое Нет, трудно я было. к чему это говорю? В Советском Союзе не разрешали строить театры, а разрешали строить дома культуры. Вот, поэтому, видимо, там каким-то образом умудрились, что это дом культуры. Строят они. Получается так. То есть Госплан же решал, СССР. А Госплан, видимо, докладывали, вот мы строим дом культуры. Видимо, поэтому не разрабатывали точные проекты сметы стоимости, и поэтому вот так произошло. Мне так кажется, почему долго искали этот документ. Буквально, говорят, недавно нашли. А Кирдрамтеатр наш имел, потому что им разрешили, а Волжский Кирдрамтеатр тоже был не утвержден Госпланом СССР. Это Кондычалова просто она смогла каким-то образом пробить, что одна проектная сметная стоимость, и этим они открыли второй театр. Двойник этого театра Ваше. Даже, мне кажется, Госплан даже не знал, что это театр. На месте нынешнего Кирдрама что было раньше? На место этого Кирдрама я не знаю, что было, честно скажу. Сам театр, он же был... Сам театр, там, где музей МИД. Фрунзе. Да, музей Фрунзе, там был. А потом, после того, как снесли, значит, Кирдрамтеатр временно был в Русском драмтеатре, они вместе пока работали, пока не достроили этот театр. Оба здания такие современные, были хорошие, да, для своего времени. Для своего времени. А в какое теперь состояние у этих театров? Особенно Русский драмтеатр. Да, здание, оно было очень такое современное, такое тогда хорошее здание тогда было. Да, конечно, тогда да. А так сейчас кошмар. Это такое жалкое зрелище, грубо говоря. Вот такое дело. Ну вот, пожалуйста. И я думаю, что теперь уже к весне, наверное, получим уже другое лицо театров. Оба, да? Их ремонтируют? Да, оба. Уже Кирдрамтеатр уже начал ремонтировать, а, насколько мне известно, Русский драмтеатр уже проводят тендеры. Они тоже скоро начнут уже. А вот театроведение тогда в каком состоянии? Театроведение это тоже большая проблема. Почему я говорю, молодежь не идет. Потому что театроведение после развала Союза не стало востребованным. Не стало. Никому не интересно. Никому не интересно. Никто за это не платит ничего. И в лучшем случае тебе могут взять взять в штат редакции какой-нибудь газеты.
Но там не только театроведы. А как раньше было, скажем так, ну, театроведы всегда были как-то, ну, скажем так, ну, не скажу, чтобы особо такие любимые, но тем не менее они без работы никогда не оставались. А в данное время где он будет работать? Где? Вот вопрос Вот. очень простой. Типа раньше был театр, журнал «Театр» был. Типа этого ничего нет у нас. Ох, раньше же нет, у нас не было никогда. Ну, в Казахстане Журнал не было, а «Театр» вот, это да. наш масштаб Союза, Да. Советского Союза. А у нас была газета «Кыргызстан Маданят». Все театроведы писали Там. там, и потом журнал «Алато». Если, скажем так, это в киргизское издание. А русская литературный Киргизстан, где теперь они? Вот, причем платили очень хорошие гонорары. Очень хороший гонорар тогда. Скажем так, если за одну полосу, скажем, значит, «Кыргызстан Маданята», где-то, если я не ошибаюсь, 1600 рублей. О, Это большие деньги. да. При зарплате 1150 рублей, Да, это да. 10 раз 10 больше. раз больше. Да, вот так были. Вот, Вот так это так было. ценилось. Да, театры. ну, это понятно, потому что они же, как говорится, бойцы идеологии. Интересно. Вот такое дело. А теперь что? Теперь нет такого. Поэтому, хотя вот мы как-то вот пытаемся, чтобы заинтересовать молодых таких, значит, с хорошим интеллектом ребят, чтобы они пошли в этот театроведение, потому что некому потом будет писать историю театра. Да. Это будет большая проблема. Вот за всю историю, скажем так, после советского, ну, скажем, театроведения, последний раз Львов выпускал книгу в 1953 году, только позапрошлом году появилась моя книга «Кыргызский театр». Это история киргизского театра. Через 50 Да. лет. Да, 60 лет. 60. Да, получается так. Вот так. Вот только вот появилась моя книга, и причем, конечно, это первая объемная работа, скажем так. А за это остальное время же не было у нас ничего. А теперь дальше как будет? Ну, я-то ладно, я человек, как говорится, театра. Я вырос, как говорится, в театре. Ну, я вне театра представить себе не могу. Я имею в виду вне драматургии, вне театроведения. А сейчас молодежь, им в первую очередь надо как бы материальное благо. А потом... В вузах не готовят, да? Вот пока, к сожалению, нет. Но на следующий год уже получили разрешение, значит, лицензию. На следующий год будет, значит, Бишиналиевой. Они открывают театроведение, киноведение и литературное дело. Это имеется в виду драматургия и кинодраматургия. И со следующего года и в Манасе то же самое будет. Уже в Манасе будет немного другая система, но Манас в основном по болонской системе обучают. Значит, первые 2 курса это общие, скажем так, значит, общетеатральные. С 3-го курса уже идет, значит, специализация по профилям. Кто идет на театроведение, кто на драматургию, кто на режиссуру, и кто захочет, останется артистом. Вот тогда, возможно, мы получим. Но потом вопрос, где они будут работать? Режиссер может найти себе работу. У нас дефицит режиссера всегда, в любом театре. Драматург тоже может найти работу. Имеется в виду, хотя бы он пойдет, будет писать сценарий этих множество у нас есть, там, Тои, Аши и сколько угодно, поминки всякого рода. Хотя бы даже так. А что будет писать театровед? И за что он будет получать? Да. Вот, пожалуйста. Большая проблема. Большая проблема. Постановок Потом, не так много, чтобы вот рецензии какие-то. Потом у нас не разработан, значит, нормативный документ. Скажем так, вот в России, Узбекистане, других республиках, значит, работа, то есть объем работы искусствоведа, имеется в виду театроведа, киноведа, там, по ИЗО, по музыке, равняется драматургии. То есть ставкой драматургии. Значит, тогда получается так, если драматург, ну, у нас-то, конечно, это смешно, в Казахстане от 3000 до 10 000 долларов получает за одну работу драматург. Если даже бы $3000,
платили бы, значит, театроведу, наверное, он бы стал театроведом. Работал ради этого. Создавал, писал статьи, там, создавал историю. А надо создавать историю. Потому что театр — это эфемерное искусство. Вот показали — нету. Да. Все нету. Ничего нет. Это же не пленка, не кадр. Это же не нота. Это же ничего нету. Актера нету. Вот в чем беда состоит. И потом говорят, надо же заснять. Ну, это хорошо, можно их снять. Но спектакль-то это не кино. Да. Надо так, чтобы снимать, что потом это запомнилось как спектакль. Потом вот снимать, чтобы столько спектаклей, а в год у нас выпускается около 100 спектаклей, вряд ли получится. Когда театр не может найти средства для постановок, а на, скажем так, съемах спектаклей, вряд ли. Нам говорят, уже время. Все хорошо. 30 минут. Спасибо вам большое. Надо на эти темы больше, наверное, обсуждать и рассказывать про проблемы. Может быть, когда вот будут какие-то значимые постановки, да? Да, да, да. Спасибо вам большое. Всё, У нас ладненько. в гостях был драматург и театровед Джануш Кулмамбетов. Спасибо большое. До свидания.